Классический балет «Лебединое озеро» продолжает афишу 28-го Нуриевского фестиваля. И сегодня в Казань приехала пара из Большого театра России. Прима-балерина Екатерина Шипулина и ведущий солист Денис Родькин. В прошлом ученик Николая Цискоридзе. В визитной карточке русского искусства, балете Чайковского всегда есть то, что проверяется годами. Это и дуэты, знаменитая белая сцена, дивертисмент и сольные выходы в партиях второго плана. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. На фестивале в разные годы побывали лучшие силы Большого театра России, которые взрослели и оттачивали свое искусство также на казанских нуриевских фестивалях. Лишь недавно прошло боевое крещение казанцев поколения Next на премьерном показе мессы си минор Баха, которую для своего юбилея и казанской афиши поставил выдающийся танцовщик 20-го столетия Владимир Васильев. Для Казани, Москвы и, пожалуй, различных европейских площадок прочтение мессы таким образом стало ноу-хау. Собравшиеся на премьере в Москве гости пытались найти что-то подобное в накоплениях других театров и не нашли. Историк театра и балетный критик, вдохновитель казанских фестивалей Наталья Садовская, по ее словам, получила еще один урок. И я артистам сказала вашей труппе, что работа с Васильевым дала им большой эмоциональный духовный заряд. И труппа, которую я знаю много-много лет, которую трудно было, честно говорю, поначалу расшевелить, то и улыбнуться подчас, то тут такая эмоциональная открытость была. Денис, с приездом. Первый раз у нас, да? Да. Добро пожаловать. Прибывший сегодня утром звездный дуэт Екатерины Шипулиной и Дениса Родькина появился в репетиционном зале за несколько минут до первой оркестровки. Перед выходом на сцену обмен новостями. Пока это встреча с казанским премьером Олегом Ивенко, к сожалению, не принимающего участие в фестивале из-за травмы ноги. Самая сложная редакция – это как раз редакция Рудольфа Нуреева, потому что там еще, по-моему, Рудольф поставил все под себя, и поэтому очень сложно танцевать вот его именно координацию. Я с большим удовольствием и танцую бессюжетные современные спектакли, но, конечно же, предпочтение отдаю больше каким-то драматическим ролям, где можно сопереживать герою, проживать образ. «Лебединое озеро» стало зеркалом русского искусства, как и символом еще одного события – августовского путча 1991 года. Смена власти на фоне немецких и скандинавских легенд, помноженной на музыку Чайковского, стала уже исторической метафорой в борьбе добра и зла. «Лебединое озеро» – балет-долгожитель по европейским гастролям татарской труппы, всегда является зеркалом любого исполнителя, а посему встреча с новыми именами таит немало сюрпризов. Кстати, на очереди еще одно явление недюжинного толка – «Жизель», прошлогодний состав которого, а это Светлана Захарова и Сергей Полунин, встали в один ряд с наиболее значимыми культурными событиями 2014 года. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, телеканал «Эфир».